Возрождение христианства в республике принесло с собой знание святых мест Абхазии, и среди них особо выделены Каманы. Впервые оно упоминается в IV веке в житии мученика Василиска. Император Максимиан Галерий, производя гонения на христиан, отправил святого Василиска в ссылку в местечко Каман. Во сне мученику явился Господь и обещал свою помощь, а также мученическую кончину в Каманах. Правитель Агриппа надел на него тяжелые оковы, а ноги обул в медные сапоги с вбитыми в подошвы гвоздями и отправил в дальний путь. В знойный полдень, дойдя до одного села, путники остановились в доме женщины Трояны, а Василиска привязали к сухому дереву. Стоя в тяжких оковах, под раскаленным солнцем, святой молился Богу. Внезапно послышался голос свыше: «Не бойся, я с тобой». Виноватись подобным и утвердить его до скончания века непоколебимо и прославлено к тебе исподобие нас, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господь сил, то есть Царь славы. Земля заколебалась, и из скал забил источник. Испуганные землетрясением путники выбежали из дома. Пораженные происшедшим чудом, они освободили мученика от уз. Так, только одно буду, больше не это. К нему приходили больные жители селения и получали исцеление. А на источник приходят люди, болящие и страдающие, и в наши дни здесь происходит чудо исцеления. Известен случай выздоровления российского миротворца, больного псориазом.
Когда, наконец, он снова предстал перед Агриппой, тот повелел ему принести жертву языческим богам. Василиск ответил: «Я всякий раз приношу Богу жертву хвалы и благодарения». Его повели в капище, где на святого Василиска мгновенно с неба сошел огонь, который сжег капище, а стоявших в нем идолов сокрушил в прах. Тогда Агриппа в бессильной ярости приказал отсечь святому Василиску голову, а тело его бросить в реку. Кончина мученика последовала в 308 году. Христиане тайно погребли его тело на одном из холмов Каманы. И сегодня на могилу святого Василиска приходят православные христиане. Христос анестек некрон ханатон, ханатон паписас. Христос воскресе из мертвых, смертью смерть побрал, и сущим во гробе живота нога. Пресвятел Докшара, Австрала, Австрадая, Адам Раита, Паски, Австазараи, Святый мучитель Василийский, моли Бога нас. Святый мучениче Василиске, моли Бога о нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Елецкая Апшера. Акизугу Масиха Квитонча, Айзуараузы. Господи, помилуй. Еще молимся, еже услышите Господу Богу глаз моления нас грешных, и помилуйте нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышанный Боже, Спасителю наш, упование всех концев земли, сущий в море далече, и милости, буди, владыко, о грехах наших, и помилуй ны. Милостиво человека любит Бог, и си тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Премудрость, Пресвятая Богородице, спаси нас. Intimi oteram ton cheruvim, ten doxoteron asin Christos ton serafim, tina dioptoron theologon tecosan, theoton theotokon se megalinom. Христе Божий, упование наше, слава Тебе! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Христос воскресе! Воистину воскресе! Дорогие братья и сестры, сегодня Господь сподобил нас в день памяти мученика Василиска вместе со всеми, вместе с вами совершить богослужение, обратиться с молитвой к этому великому угоднику Божьему. Благословен гряды во имя Господне.
Господи, спускайся. Абхазия во все времена принимала гонимых за веру православную, иконопочитателей и преследуемых арабами христиан из Армении и Восточной Грузии. Есть предположение, что именно каманы абхазские будут укрывать от рук иконоборцев мировую христианскую святыню, честную главу Иоанна Крестителя, третье обретение которой произойдет здесь, в середине IX века. Длинная лестница из железных прутьев ведет в Каманские горы и упирается в маленький грот в скале. Здесь сквозь каменную стену проступило изображение головы великого святого. Сюда идет постоянный поток православных паломников. Да, да. А там вещи На одном из каманских холмов стоит каменная церковь Иоанна Златоуста. Святитель родился и вырос в Антиохии, в богатой семье эллинов. 12 лет был в сане священника и своими проповедями привлекал в Божий храм не только христиан, но и язычников. Чаще всего он говорил о любви и милосердии. Очень часто звучала в его речах тема «бедный и богатый». Он считал, что нищий не тот, кто не имеет, а тот, кто хочет иметь и не имеет. От человека не требуются чудеса, он всего лишь должен жить по 10 заповедям. В этом и заключается его подвиг. Златоуст имел обыкновение садиться среди народа на амвоне чтеца, и слушатели теснились вокруг. Его красноречие производило на людей огромное впечатление. Его называли устами Божьими, но одна простая женщина, слушая его проповедь, воскликнула: «Учитель духовный, Иоанн, золотые уста!» И с этих пор народ начал звать его Златоустом. Он заботился о благотворительности, учреждал больницы и убежища, требовал подвига от всех. Это вызывало недовольство у многих. Наветы врагов привели к тому, что он был низложен и осужден на ссылку в Армению, а через 2 года направлен в Петиунд. Однако не вынес тяжести пути и в местечке Каманы скончался.
В ночь перед смертью во сне ему явился святой Василиск и произнес: «Мужайся, мой брат Иоанн, завтра мы будем вместе». Утром Златоуст вошел в церковь, облачился в полное церковное одеяние, провел литургию. Голос его стал ослабевать. «Слава Богу за все!» были последние его слова. – 33 года тело святителя покоилось в гробнице в Каманах абхазских. Затем было перенесено в Константинополь. А сегодня в Каманах стоит храм во имя его, а в левом пределе стоит та самая каменная гробница. Когда-то ее покрывала плащаница, и вот вам история уже наших дней. Через несколько лет после войны 93-го года плащаница исчезла. Было даже страшно подумать о том человеке, вошедшем в храм и укравшем ее. А через некоторое время к абхазскому священнику подошел человек с покаянием. Он умирал от неизвестной болезни. В своей исповеди он признался в краже плащаницы и просил отпущения грехов. Как бы то ни было, но плащаница оказалась утерянной для абхазского христианина. Навсегда ли, покажет время. Она осталась только на этих архивных кадрах.
адське звучну, адське псресту, хариця шагара. Благословен Бог наш всегда, и присно во веки веков. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Царю небесный, Отче, адське арча, адське звучну, адське псресту, хариця шагара. Слава Отцу, Сыну, Святому Духу, и присно во веки веков. Милосердие, сущий источник милости, сподобие Богородицы, признаю, совершившая это чувство, силу, даже уповающая радость, и имя Божьего, Богородицы. Адське рамча, адське звучну, адське псресту, хариця шагара. На жужжалке, на ролике.